Дорогие друзья, добрый вечер. Только что узнал о том, что ушла со своей работы наш видный дипломат Татьяна Георгиевна Гулия. Я не знаю, по каким причинам, это произошло, но я хочу выразить ей сердечную благодарность за ту огромную работу, которую она проводила все эти годы в Москве, в посольстве. И вся ее биография, так сказать, как раз говорит о том, что всегда она очень достойно выполняла свои обязанности. Я помню самое трудное время, во время войны, когда мы в Москве, в Сухуми, находились и, воевали с врагами, так сказать, которые напали на Абхазию. И очень много тогда зависело от того, как нам удастся пробиться в той информационной блокаде, которая была вокруг Абхазии в то время. И наше представительство в Москве, которое возглавлял Игорь Муратович Ахба и Татьяна, так сказать, они вдвоем, там еще было много, наших людей, но именно эти люди тогда были у нас на виду, и вся наша информация благодаря им, находила дорогу к слушателям, и люди узнавали правду об Абхазии. Уже после войны, когда я оказался здесь, в Москве, я активно включился в работу нашей абхазской диаспоры, стараюсь не пропускать ни одного мероприятия, во всяком случае, если я не болею в этот момент, либо я отсутствую, если, так сказать, это только две причины, по которым я не посещаю наших мероприятий. Так вот, хочу сказать, что Татьяна Георгиевна Гулия внесла огромный вклад в популяризацию Абхазии здесь, в Москве, в России, и очень много мероприятий было проведено с ее прямым участием, где она представляла посольство Республики Абхазия, представляла его достойно. Я также и понимаю, что нет вечных должностей, все мы, люди временные на любых должностях. Пришло время, видимо, покинуть этот пост, и я минут 15 назад разговаривал с Татьяной Георгиевной. Хочу вам сказать, что она в абсолютно хорошем настроении, никаких таких особых переживаний у нее нет, но я посчитал своим долгом поблагодарить ее за ту огромную работу, которую она проводила в течение многих лет. Татьяна Георгиевна, всего вам самого доброго, с искренним уважением и любовью к вам. Спасибо.